Юрати? Юрать. Антакала. Салам! Вы слушаете подкаст «Антакала», где мы знакомимся с людьми, делающими классные проекты в регионах. Меня зовут Настя, и в гостях у меня сегодня Константин Доброходов, блогер, видеограф, популяризатор чувашского языка и автор проекта Чуваш ТВ. Костя, салам! Салам, Настя. Иргун Булдар. Ты сейчас еще и студент. Костя учится в ЧГУ на факультете чувашской филологии, изучает чувашский язык. Ты пошел туда уже в таком осознанном возрасте специально, чтобы выучить язык на хорошем литературном уровне. Зачем это тебе нужно? Калага. Мангал чувашлагала малай, вырослагала малай Хоть шынде. семенле. Чынақта университетдайбы 27 жылдагына варме кеме шутларым малданман техникумский вренюнде дипломы бур программист даврензе дохнуда. Шак чувашлықпа казакланза гайныбе, вижу жыл гайлайып чуваш блок не учырымда, казакланза кырзыгарымда мана нумайрақта нумайрақ информация герлі хыбарзем жырабын деп хал. Шамбек чуваш патшалық университетде умне келзештірім. Онда мен думайып конечно. Фальместіп те умбек путюрех мылигаламала же. Чималдан ытларах хамрын, тыван культурын, тыван халығын историне пілестезе шутланағанде. Тада шак енебе палеген жинзембе палажас тезе мүжіндезісін. Волда биде кирлі. Шынна адаланмашкан үтті жинзембе галашмала, палеген жинзембе галашмала. Вол канеге вуланы бірре. Шынба курза галашны, вол пачақта урухла. Университет равреннемай тарлі профессор зембе, чувашлах енебе шлеген зембе. Палашма майгильджа ваземде тарас шул гударца браш пульдизе шлап. Я, наверное, буду вкратце переводить, если кто-то нас слушает и не понимает. Костя рассказал, что он учился в техникуме, если что, поправляй меня. Всегда у него было желание получить высшее образование, и вот он решил связать его с чувашским языком, чтобы познакомиться поглубже с культурой, с книжками, с людьми, которые его преподают, да? Кроме, не всегда, короче, я не планировал вообще получать высшее образование. Ну, все, в принципе, правильно, кроме того, что я не планировал и не мечтал получать высшее образование, а просто так получилось, что я настолько увлекся этой тематикой чувашской, да, пришел к выводу, к такому, что надо получать высшее образование, надо побольше, поглубже узнать. Почему? Потому что я как-то же начал потихоньку через свой блог какие-то обучалки, видео делать. И были моменты такие, когда что-то было мне неизвестно, или кто-то мог сказать: а вы кто, простите, чтобы нас тут обучать, говорить, что-то комментировать, критиковать. А кто вы есть? Эфенландом, Халь, поняла я сейчас. Ты не хотел быть инфо-цыганом. Вот, а может быть... чтобы у тебя было образование, ты говорил: смотрите, я филолог. Тут несколько моментов. Первым делом, конечно, это для себя. Осознанный возраст, 27 лет, пойти на вышку, на очную форму обучения. Это вообще я была в шоке. Давайте честно скажем, наверное, один из таких не очень популярных факультетов, это там чувашская филология. К сожалению, да, насчет не очень популярно. Хотелось бы, конечно, по-другому. А вторым делом, образование это имеет значение для кого-то. У меня техникумское образование не мешало жить. Спокойно жил и работал. А диплом все равно пылится и дома лежит. Я думаю, что надо рассказать слушателям, которые не знакомы с твоим творчеством. Чуваш ТВ — это название Костиного блога, и на сегодняшний день это один из крупнейших, да, блогов о чувашском языке, который есть в России. На Ютубе у тебя, по-моему, там больше 4000 подписчиков. В ТикТоке я сегодня смотрела, к сожалению, нельзя загружать новые видео, там вообще 220 тысяч, там на одно видео 12 миллионов просмотров. Это вообще какие-то супер для меня космические цифры, если говорить о там контенте на чувашском языке. И круто, что ты решил усилить свой язык, потому что ты делаешь контент на эту тему. А не заметила ли ты, что с твоим приходом на факультет, может быть, количество заявлений о поступлении увеличилось? Нет такого? Можно взять статистику. Короче, нас было сколько? 13 девушек, если не ошибаюсь, и 3 пацана. Так, 16 человек. А на следующий год уже 19. Какой-то плюс вроде есть. Но я не говорю, что это как бы чисто из-за меня. Ну, а так, конечно, показывал, рассказывал максимально, насколько можно, где я учусь, чему там обучают. Ты же, получается, с детства все равно говорил на чувашском. Я родился и вырос в Яльчикском районе, село Байдеряково. До 15 лет я жил в деревне. После 9 класса решил переехать
как все, наверное, в то время, испугался вот этих ЕГЭ там после 11, поступил в техникум связи и информатики на программиста. Почему спрашиваю? В прошлом выпуске с Альтияром обсуждали то, что как будто бы даже сейчас в деревнях ребята знают чувашский тоже немножечко более, как сказать, слабого уровня, потому что он в основном бытовой. Уходят вместе с более старшим поколением многозначные слова, красивые слова, какие-то старинные слова, да, что мы как будто наш язык, он упрощается, и мы говорим все более утилитарно. Вот изучая, например, сейчас классический литературный чувашский язык, ты замечаешь это? Конечно. У нас же сейчас не чистый чувашский, а смешанный, можно сказать, наверное. Если говорить про детей, неважно в деревне, хотя важно, в городе-то нет практически детей, которые на чувашском разговаривают, а вот в деревне тоже, к сожалению, печально. Большинство, наверное, 90% детей говорят на русском языке, но это не везде. Говорю про те места, которые я знаю. Когда я могу увидеть очень много детей. Это, например, на Пасху. Мангун. На чувашском Мангун. Великий день. У нас такая традиция в деревне. Каждую Пасху рано утром все дети деревни выходят на улицу с пакетами, с сумочками. Бабушки шьют, бывает, тканевые такие сумочки, такие, да, маленькие. И ходят по домам. Радостную новость они приносят. Им дарят подарки, разные сладости и так далее. И вот в такие праздники я вижу очень много детей в деревне. Это здорово, что они есть, что они выходят. Классно, что есть традиция, до сих пор сохранилась. Но, к сожалению, эти дети разговаривают на русском. А можешь рассказать, как ты вообще начал вести свой блог? Я вот сегодня, например, пролистала где что могла. Первый пост был 1 января 2020 года, прям такой знаковый в первый день Нового года. Ты с того периода начал вести или что-то было еще до? До был блог на русском языке. Просто у всех же есть страницы в соцсетях. Да. И у меня была страница. Так как я видеограф, я размещал и свои работы, и свои фотки, и семейные. До того, как открыть чувашский блог, я посещал форум чувашской молодежи. Там я вдохновился, увидел много талантливых чувашских людей, ребят, вдохновился, увидел то, что можно разговаривать, можно общаться на чувашском и в городе, не только у себя в деревне и в районе. Эта тема меня вдохновила, это раз. Я потихоньку так подогревался, не прям сразу, бац, и 1 января, а до этого я потихоньку из мероприятия в мероприятие. Еще в те годы, 19-20, начал сильно развиваться ТикТок. Там я тоже видел, как развиваются другие народы. То есть в ленте мне попадались то башкирские блогеры, то татарские блогеры. Почему наших-то нет? Почему мне чувашские видео-то не попадаются? А другие народы вроде есть. Подогрелся я как раз на зимних каникулах, когда мы были в деревне, отмечали Новый год. Думал, Так, 1 января, первый день. Я понимаю, что нет чувашского контента. Реально, мне не хватает. Мне это надо. И никто это не делает практически, да? Заснял видео у себя во дворе, в деревне и опубликовал. И с этого момента так и пошло. Я просто начал делать чувашский контент. Да что там уж делать? Я просто снимал быт в деревне. Что я делаю? Как чищу снег? О чем-то рассказываю. Просто вроде бы лайфстайл деревенский. Но есть один момент. Весь этот контент на чисто чувашском. Это и есть уникальность Чуваш ТВ, чисто чувашский язык. Вот только в последнее время я сейчас начал в сторис писать на русском. Почему? Потому что я недавно тебе рассказывал, минут 15 назад сказал, что у меня определенный потолок, в развитии, хочется еще дальше как-то. Ты собрал аудиторию уже, да? Да, это касается всего. По поводу своей профессии, да, хочется еще дальше расти. И по поводу блога. С 2020-го, прошло 3 года. Да, я набрал определенную аудиторию, прям постоянный рост. Сейчас причем это органический, я думаю. Да, конечно, обязательно. Хочется отметить, я ни копейки не тратил на развитие, на рекламу, чтобы за деньги покупать, чтобы обо мне рассказывали, такого не было. А были, конечно, какие-то конкурсы, да. Сейчас уже как-то органический рост вроде бы есть, но не такой сильный, как раньше. Просто, чтобы тебе понимать, каждый день подписывались по 50 человек, а сейчас, бывает 10, бывает 15, бывает 7-8, вот так вот. По сравнению с тем, что было раньше, это маловато. И я
понимаю, что как бы чувашской именно аудитории не бесконечно, конечно же, и не все понимают чувашский язык. Есть масса людей еще, которые не понимают, но им очень интересно. Я начал субтитры делать, переводить. Благодаря этому привлекается новая аудитория, которая тоже интересуется чувашской тематикой, но пока еще трудно с языком, как бы, но человек хочет изучать чувашский язык. Пока ты рассказывала, я подумала, что, наверное, ты, может быть, как раз и собрал всех, там, условно, да, возможных чувашскоговорящих подписчиков. Ну вот 99% подписчиков, да, они полностью понимают чувашский. Ну вот есть 1% у меня сейчас. Исходя из статистики, исходя из опросов моих, если сравнивать с другими блогерами, у нас-то есть блогеры в Чувашии, но... Есть, но они на русском. Они русскоговорящие, да, и поэтому у кого-то, да, больше подписчиков, у кого-то меньше. Уникальность в этом, короче, ну, нету конкуренции, так скажем. Была бы конкуренция, это наоборот хорошо, конечно, но... Может, чувашпиги будет нагонять. Чувашпиги, кстати, раньше меня начала вести чувашский блог, а потом вроде перестала, а сейчас вроде бы заново начала. Просто, чтобы вы понимали, если вы вобьете там Чуваш ТВ в Ютубе, например, или в ТикТоке, да, даже не Чуваш ТВ, просто Чуваш вобьете, выходят сразу все видео Чуваш ТВ. В основном, да. Например, я начала делать эти шортсы, загрузила 2 шортса на Ютуб. Я такая думаю, ну, сейчас я найду свои шотсы, в поиске вбиваю Чуваша, и как бы первые все шотсы — это твои. Прикольно. И я даже нашла, кстати, одного плагиатчика, мальчика, который берет твои шотсы и заливает тебе на страничку, как будто это он. Пришли Вот. потом на ссылочку, посмотрю. Хорошо. Вот когда ты сказал про то, что не было такого контента на чувашском, круто, что ты не прошел мимо и начал тоже делать такой контент. Нет чего-то, но тебе нужно, да, и ты не ждешь, когда какой-то появится прикольный человек, и начинаешь это делать. Я вот сегодня видела видео очень смешное. Костя есть жена, Катя Доброходова, по-моему, она тоже очень крупный блогер, очень был прикольный ТикТок, найдите, посмотрите, там, где Катя вырывается, такая, где? Это чувашка, с которой ты мне изменяешь. И фабула такая, что никого нет, Катя начинает петь чувашскую песню, и кто-то там ей подпевает из шкафа, и такая девушка выходит. Это было очень смешно. Это видео набрало то ли 5 миллионов, завирусилось очень сильно, все пересылали друг другу, и все говорили, это же вы там это снимали. Я даже сегодня провела расследование и решила, что ты виноват в славе Адюкова. Потому что «Московский сектилеть» — это как раз то видео, 12 миллионов в ТикТоке. Там ролик такой, как чуваши танцуют на свадьбе, когда включается чувашская песня, они там стоят, что-то под обычной песней не двигаются, а когда включается «Московский сектилеть», просто все начинают дико танцевать. Я про эту песню не знала тоже до той поры, пока мне не стали присылать видео из ТикТоков. Это я сейчас понимаю, что это были твои видео. И ты такой, мне кажется, продюсер Адюкова-то, нет? Популяризировал его. Не знаю. Я просто обожаю Адюкова. Я обожаю его песни, его творчество. Половина, наверное, контента того, что я наснимал за эти 3 года, возможно, именно под адюковские песни. Благодаря этим ТикТокам теперь каждый, кто играет чувашскую свадьбу, думает, когда насчет того, какого артиста звать, такие, так вот, «Московский сектилеть» нужно нам срочно и обязательно. Он для меня как бы всегда был популярен. А вот сейчас, как молодежь к этому относится, я, конечно, не знаю. У меня подружка, и про «Московский сектилеть» как раз-таки она мне рассказала, потому что ее коллега, его родители из Чувашии, но он вырос в Москве, вот, он там как-то краем глаза следит, и когда он эти в ТикТоке видео увидел, он шел с ума и начал ей их присылать, смотри. Кстати, если обсуждать твой контент, хочется пообсуждать. Ты же много экспериментируешь, у тебя же там разные рубрики. Я посмотрела, у тебя есть серии интервью с известными чувашскими людьми, у тебя есть вот эти скетчи, которые забавные, смешные. Как придумываешь вообще себе темы, рубрики? Как же я придумываю? Как-то само по себе все идет на самом деле. А что-то я могу видеть просто, наверное, в ТикТок, где-то еще переделать под чувашский лад, так скажем, да. Это касается, например, обучающего видео, вот как раз-таки говорить, как будет на чувашском домашние животные, например, да, или овощи там, или фрукты. А у тебя у самого есть вот любимые рубрики? Прям рубрики не скажу, но или как тема. бы... тема очень мне нравится снимать какие-то традиции, праздники, обряды. Что именно? Например, свадьбы. Я обожаю, когда свадьбы проходят именно по чувашским каким-то традициям, и там присутствует туй арымызем, туй маткизем еще говорят. Это замужние женщины в национальных костюмах, в головных уборах хушпу. Я прям кайфую
кайфую. Хоть и меня как бы наняли как видеографа, например, на свадьбу, да, я там как будто не работаю, а прям, не знаю, еще и отдыхаю, и в то же время у меня и параллельно ведется контент для своего блога. В одной руке у меня камера, в другой телефон. Супер завидую Косте, потому что, правда, если вы посмотрите его историю, он работает видеографом, снимает свадьбы, и я так хочу просто побывать на чувашской свадьбе. Это так красиво и интересно. Я в детстве, помню, я была только, наверное, на одной такой свадьбе. На ней, наверное, и было, знаешь, вот это вот знакомство с культурой. Вот у меня Костя спрашивал чуть раньше, там, я почему начала вести блог, что меня сподвигло и так далее. И вот есть же какие-то детские воспоминания. Я помню, как в деревне у бабушки женился там сосед. Мою маму забрали как раз в эти туаром, Сэм, ее нарядили вот этот костюм. Ну, это же для меня моя мама. Она всегда обычно ходила в обычной одежде, в платье, в костюме, а тут она такая предстала в каких-то вот этих монетах. Поют. Это было все так ярко, и я уже не могла даже к ней так просто подойти, потому что, с одной стороны, это была моя мама, а с другой стороны, это была не моя мама, а какая-то участница какого-то уже перформанса. Может быть, ты как-то вел какую-то статистику, чаще всего в каком районе делают чувашские свадьбы? Ну, конечно, определенная статистика в голове-то у меня есть. И Бресинский, Канашский районы. Если туда приглашают на свадьбу, и если все начинается в деревне, почти 100% там будут чувашские наряды, там будут гармошка и будут чувашские песни. Если, например, Яльчикский, Батыревский, Шамуршинский районы, Комсомольский, низовые чуваши, а на 3 чувашцам, я как раз-таки оттуда, то там, к сожалению, не сохранилось. Вот эта традиция как раз-таки вот Туя Рамазем, там свадьбы уже проходят по-современному. Более светские. Да. Ну, что-то сохранилось, но если говорить про национальную одежду, вот колорит вот этот, то этого нету, к сожалению. Что-то могут спеть, что-то там на гармошке сыграть, плясать там и так далее, но именно, чтобы это еще и смотрелось так визуально, да, чтобы колорит вот этот был. Такого, к сожалению, в наших районах, в той местности, где я родился и вырос, не сохранились. У верховых чувашей сохранились эти традиции больше. По-разному. В одном районе сохранилась одна традиция, в другом другая. Туэрамазем, они, конечно, очень веселые, они молодцы. Если говорить, какую свадьбу сыграть, современную или чувашскую, то я вам скажу чувашскую. Почему? Потому что эта свадьба запомнится вам точно 100% навсегда. И не только вам, и гостям, и вообще всем, кто как бы видит со стороны, и вообще по ощущениям. Все-таки традиции имеют свою роль и значимость, поэтому что? Играйте чувашские свадьбы. Жаль, что нет такой статистики. Было бы интересно посмотреть количество браков, сыгранных с чувашской свадьбы и без, и потом количество разводов и там, и там. А вот я к этому хотел прийти. Вот, играйте чувашскую свадьбу, и будет меньше разводов. Ну, ты, кстати, я заметила, по истории стал экспертом в чувашских тостах, да? Я Ну, даже парочку выучила, чтобы потом это где-то не сказал бы, использовать. конечно, но 10 лет я снимаю свадьбы. Мгм. Конечно, много чего наслышан. Самые любимые какие? Или любимый? Иксрла? Самый популярный, такой коротенький. Иккен врца вищендерер, что в переводе означает «вдвоем ложитесь, втроем вставайте». А смысл, Настя, раскрой-ка смысл. Для чего нужна семья? Для того, чтобы были прекрасные дети, продолжение рода, вот и... Да, для чувашского народа как бы это имеет большое значение. Главное, например, если ты создаешь семью, то это означает, что обязательно продолжение рода. Семья для этого и создается. Ты женился, ну все, ждем малыша. И конверца вещендерер, поэтому как бы в первый же день, когда ты только женился, тебе уже говорят: так, вдвоем сегодня ложитесь, завтра втроем вставайте. Ты заметила, что на татарских свадьбах чаще всего, если они играют там национальную свадьбу, да, у них там и полностью язык татарский, а на чувашских свадьбах там такой 50/50. С языком на свадьбах все познается в сравнении, да, ведь в этом году еще больше свадеб татарских у меня стало. Я и татарский уже скоро так выучу, наверное, потихонечку уже что-то понимаю. Так вот, снимая татарские свадьбы, я всегда удивляюсь. Весь банкет, вообще весь свадебный день полностью на их родном языке я начинаю сравнивать. Даже если все чуваши. Жених и невеста чуваши, родители чуваши, гости чуваши. А почему они на чувашском не ведут? Почему только пару фраз могут сказать? А у тебя есть ответ какой-то, может, там, предположение? Конкретного ответа нет, но предполагать я могу, наверное. Тут один момент про язык мы сказали, да, ведь вот сравниваю я. И еще второй момент. А в чем отличие татарской свадьбы от чувашской? Это то, что вот когда поздравляют, один говорит, все остальные
слушают обычно, да, ну, как должно быть. На татарской свадьбе так и происходит. Что происходит на чувашских свадьбах? Один говорит, другие тоже говорят в это же время, галдят, кушают. Такой шум стоит во время поздравления, что я просто не слышу, бывает, о чем говорит, как поздравляет этот человек с микрофоном. Но этот момент мне не нравится. Неужели у нас такое воспитание? Начинаю задаваться этим вопросом, начинаю думать, крутить эту мысль в голове. Прихожу для себя к такому выводу, то что мы слабоваты в духовном развитии. Почему именно в духовном развитии? Потому что мы жили, например, чуваши, да, наш народ жил своей верой очень долго. Только где-то 250-300 лет назад состоялось насильственное крещение нашего чувашского народа. Ну, об этом много можно почитать в интернете. Про родную веру тоже не забывают. Какие-то моменты до сих пор происходят, например, да. Это яркий пример. На Троицу, на Щимек Чувашла, да, не принято там с едой вот это все ходить на могилу, кормить усопших, так скажем, да, и общаться с ними. А мы так и делаем. Я не знаю, как другие, но я знаю, ну вот, значит, все чуваши так делают, в принципе. Мы общаемся с усопшими, мы рассказываем о нашей жизни, что произошло, мы кормим их. Такие моменты есть. Если подумать, поискать, то их немало. Немножко потерянные такие, получается. Мы в каком-то сейчас находимся в тупике. Это не мои слова, это один очень уважаемый человек сказал. В итоге какая-то смесь получается. Мы к дубу не ходим особо, и в то же время особо и в церковь не ходим. Я говорю про молодежь. Уважать это не только как бы друг друга, но и язык свой уважать, свою культуру, своих близких, окружающих, свой народ. Уважение, мне кажется, связано с духовным развитием. Захотелось сразу спросить у тебя, как у будущего филолога чувашского, может быть, есть какие-то там книги, которые ты посоветуешь прочитать, начать свое ознакомление с чувашским миром? Я люблю ходить в чувашские магазинчики книжные, покупать эти чувашские книги, тоже люблю, а потом Только не говори ставить на полку и не открывать, пожалуйста, не говори. Ладно, не скажу, ты это за меня сказала. Анда Настя. К сожалению, не знаю почему, происходит у меня так, что я очень много книг покупаю. У меня целая книжная полка чувашских книг. Я покупаю много, но читаю очень мало, честно признаюсь. Бывает то, что мне очень что-то надо узнать про обряд или там праздник. Я нахожу книгу именно по этой тематике, нахожу ту информацию, которую мне надо, закрываю книгу, ставлю обратно. Именно чувашскую информацию в интернете же сложно находить. Там же не найдешь подробно про какой-то обряд. Личная домашняя библиотека мне помогает. У меня достаточно много книг сейчас уже. Ну, что я могу посоветовать? Я очень много книг взял у Юхма Мише. Он именно много написал про предков чуваши, про волжский булгар, про сувар. Он, в принципе, каждые выходные и на празднике на заливе сам продает свои книги. Я Подписывает их. Я даже больше скажу. Ему 86 или 87 примерно в этом районе, и он каждый день ходит на работу, на праздниках выходит тоже, да, общается с людьми. Он живет этим. Вот, купил недавно там про чувашские герои и боги или что-то такое. Я однажды к нему пришел и сказал: мне, пожалуйста, все книги по одному экземпляру. Много книг забрал. Как бы он всю жизнь потратил на то, чтобы собрать и сохранить информацию про историю нашего народа. Как-нибудь почитаешь? Нет, я что-то начинала читать, и, знаешь, в каком моменте я прям начала гуглить, лезть и пытаться найти информацию, когда он писал о том, что жена Андрея Боголюбова, по-моему, который вот в Владимиро Суздальское княжество построил там прекрасный свой Боголюбовский монастырь, это напротив Покрова на Нерли. А что его там какая-то вторая жена или третья была чувашкой. Возможно, она его даже отравила. Стала пытаться найти что-то про эту женщину, но, кстати, не нашла никакого подтверждения. Общался с ним лично и тоже узнал для себя интересную информацию, что Ленин знал чувашский язык. Об этом была даже книга. Там было написано то, что он знал чувашский, потому что то ли воспитательница была чувашкой. Что-то говорит бабушка. Или, кто-то была чувашкой, кто воспитывал Ленина, и он поэтому знал и чувашский. Но
все вот это с биографии Ленина вырезали. Так вот, Юхма Мише лично видел и трогал книгу старого образца, где было написано то, что Ленин знал и свободно владел чувашским языком. Смотри, мы вот говорили с тобой про твой контент, и как-то так вскользь, в основном про всякие шорты, но в то же время у тебя же есть на Ютубе большое количество видео про твои поездки на какие-то значимые чувашские мероприятия. В идеале я хочу показать вообще все обряды, традиции, которые есть у чувашского народа. Но проблема заключается в том, что не все могут это сделать. Ну, то есть один я не смогу же это все показать, да? Я как оператор. Нужны же еще люди, которые умеют, которые сохранили еще эту историю, например, традицию. Нужно, чтобы и они нашли время. Что я пока на данный момент показал, это чувашский хоровод «Вая Духны». Очень красивое видео, посмотрите. Уникальность этого видео в том, что конкретно молодежь это показывает. Не люди в возрасте, которые прикидываются, вот, молодежь раньше вот так вот, типа, делала, а реально сегодняшняя молодежь это студенты музыкального училища, спели, сплясали, сыграли игры, которые играли на наши бабушки и дедушки в свое время. Еще момент – это поездка в Башкирию, именно к чувашам Башкортостана, а их там немало. Говорят, что 100 тысяч чувашей проживает в республике Башкортостан. В прошлом году мы ездили туда. Наверное, еще какая-то была подготовка, чтобы договориться, что вы приедете, что вам кто-то расскажет, покажет. Вот именно, что нет. Нет? Абсолютно никому ничего я не говорил, никого не знал. Я просто выложил одну историю о том, что мы планируем приехать в Башкирию. Даже не планируем, а мы едем. Ехать туда довольно-таки прилично, как в Москву примерно по расстоянию. И вот за это время начали там писать, кто-то кому-то рассказал, в итоге встретили, организовали экскурсию, поездку по чувашским деревням, накормили, в баньку даже мы сходили, переночевали в чувашской семье. Погружение. Да, полное погружение, реально так тепло встретили, настолько добрые люди. Оказывается, им очень не хватает внимания. Вообще, с удовольствием все вот это происходило. И с моей стороны, и с их стороны. А Учук, это же тоже вы в Башкирию ездили, да? А Учук это уже в Татарстане. Это уже в этом году. Кстати, я второй раз мы съездили в Башкирию. Там сюжет мы сняли о чувашских инструментах. Шабар называется и сарнай. Это чувашская волынка. Кто-то мне сказал, что вот есть у нас один чувашский такой мастер. Он изготавливает чувашские инструменты. Я тогда запомнил, что там есть один человек, мастер. Я не нашел его контакт, а в этом году мне написал один человек. Вот, я родом из Башкирии, мой отец изготавливает чувашские инструменты. Спрашиваю, а как зовут отца, как фамилия? И в итоге это как раз-таки оказался сын этого мастера, написал сам. Как-то вот так вот совпало, и все, мы связались, договорились, и вот уже вторая поездка была обговорена. Конкретно был адрес, куда мне надо было ехать, а не как в прошлый раз, просто Башкирия. Я в первую поездку знал только самое популярное — это Константин Васильевич Иванов оттуда, наш спи-поэма. Он родился в селе Слагбаш. Где я буду, куда я еду, я только эту деревню знал. И так вот я в навигаторе написал Слагбаш, потому что только эту деревню знаю. У тебя есть еще классная серия, там пока, по-моему, только 2 видео про изготовление чувашских лаптей, про Николая Фомерякова, мастера-самоучка, который делает чувашские гусли. Инструменты, да? Чувашские инструменты, да. Он к нам приходил в универ. У нас бывают такие мероприятия, когда приходят чувашские мастера, артисты могут быть, и у нас такое общение. То есть ты не продюсируешь это так заранее, я вот это сниму, это сниму, это сниму. Ты просто, когда с кем-то знакомишься, понимаешь, что да, можно им предложить, можно вот поехать снять какой-нибудь фильм. Все верно. У меня нет никаких сценариев. Если говорить про мой контент, все у меня в голове. Просто по факту делается. Увидел что-то интересное, отснял. Увидел интересного человека, который может чем-то поделиться, заснял интервью, выложил. И я особо не заморачиваюсь над качеством, снять на профессиональную аппаратуру. Хотя на опыте есть. Поставить свет, там, звук и все так не делаю. За естественность. За скорость, наверное. Качество — это, конечно, круто, но это долго. А у меня же еще и семья, и своя работа у меня. Ты же монтируешь еще свадебные видео, наверное, у тебя уже монтаж там каждый день. Возможно, если бы я не занимался там съемками другими,
Если бы я занимался бы чисто Чуваш ТВ, все профессионально, на крутую технику и так далее. А так мне просто, наверное, не хватает времени. Поэтому мой контент, он такой простенький. 99% всего контента это снятый на телефон. Ты же даже делал показ своего фильма в Национальной библиотеке. Это был фильм как раз-таки про поездку в Башкирию, путешествие к чувашам Башкортостана, Епле, Пурначи, Пушкартритован. Как пришла идея? В последнее время еще есть такой момент, хочу отметить то, что люди все ленивее и ленивее становятся. Им интересно, просмотры есть, набираются, но им сложно, наверное, или, не знаю, поставить лайк, написать комментарий. Люди взрослые чаще комментируют, вот они больше, что ли, ценят, не знаю. У меня было в детстве, я это видел. Мне кажется, потому что они вспоминают. Я смотрю эти видео больше, как, знаешь, обучающие. Многие традиции, для меня это вот уже какой-то такой исторический сюжет. По итогу 4-дневной поездки получился часовой фильм такой. Это самый большой фильм, как бы из всего контента, что у меня есть. Обычно у меня просто короткие ролики были. И тут я подумал, почему бы не устроить показ и не собрать уже вживую обратную связь сразу же. Национальная библиотека. Но ты им предложил, они согласились. Да, я предложил, рассказал о своей идее, они поддержали меня. За это огромное спасибо Национальной библиотеке. Если кто-то из работников может услышать этот подкаст, дай бог, чтобы услышали. Я пригласил своих подписчиков, просто рассказал о том, что будет премьера, рассказал у себя в университете, но не ожидал, что придут какие-то там очень значимые для меня люди, профессора, доктора наук. Я был в шоке, честно. Я-то не приглашал их лично, но мой куратор в университете, Ольга Геннадьевна Сире-Пузыктав, Лизерканайтлер Булзасан, огромное вам спасибо. Собрались такие люди, еще такие отзывы были. Для меня было очень ценно услышать именно от людей, которые всю жизнь посвятили чувашской тематике. И это, капец, меня вдохновило и зарядило. Вот не хватало, наверное, обратной связи. Вроде просмотров много, а комментариев, на самом деле, так скажем, 30 тысяч просмотров и 10 комментариев, кажется, 10 комментариев это мало. Почему, не понимаю. Вроде интересно. Если бы не было бы интересно, не смотрели же бы. Комментарий сам Ширер. Вот так что Настю тоже надо поддерживать, дорогие. Да, всех надо поддерживать. Мне кажется, это вот... Пишите, не бойтесь, не ленитесь писать. Что вы подумали после прослушивания этого подкаста, например? К чему вы пришли? Хотя бы что-нибудь написать, это уже нам приятно, скажи, Настя. Да, реально очень. же, это же очень приятно, когда ты получаешь обратную связь. А если ты в пустоту вещаешь, это уже у тебя мало энергии остается. Да, если когда делаешь контент, ты тратишь очень много времени, сил. И тут важно отметить то, что все, что мы делаем, например, про себя, да, чувашский контент, это все делается абсолютно бесплатно. То есть никто мне не платит за эту деятельность. Я не на зарплате у кого-то где-то там, просто от себя. Инициатива. Своя инициатива, да. Я тут недавно начала пытаться собирать донат. Мой поиск спонсоров идет не очень хорошо. Возможно, нужно искать папе, как предлагал Ильтьяр в предыдущем выпуске. Но у тебя был классный пример, когда вот перед поездкой на Учу ты просто сделал сторис о том, что ребят... Не на Учук, а на вторая поездка в Башкирию. Точно. Ты предложил своим подписчикам поддержать тебя, и они поддержали. По-моему, ты там как-то очень быстро собрал, что ты там делился, что неожиданно... Туссэм, мне так нравится, кстати, что у тебя есть такая фишечка, что ты такой в каждой сторис Туссэм. Салам бурнее Туссэм. Да, это классно. Так начинаются мои истории. Я неоднократно видел, как довольно-таки крупные блогеры собирали донаты, хотя и вроде они уже успешные, на крутых там тачках катаются. Для них это нормально. А я такой, вроде бы, хорошее дело делаю, но мне как-то было стрёмно что-то такое выкладывать. Я-то знал, что есть такой метод, но 3 года я не что-то пользовался. тебя как будто стесняет. Да. Ага, сейчас попрошайничает, тут еще скажет. Да, неловко как будто бы немножечко.
как-то я, наверное, к этому пришел. Все-таки думаю, а что такого-то? Я делаю то, что не нравится, но это в то же время как бы полезно же и для других. Если человек не против, то, ну, как бы добровольно помочь можно, наверное, думаю. И в итоге решил просто попробовать. Выложил, рассказал о том, что я вот планирую поездку, планирую отснять чувашский сюжет. Если вам интересно, если вы хотите поддержать и быть со мной вместе, поучаствовать в создании вот очередного сюжета, да. Ну, ты ожидал, что ты соберешь? Или все-таки был скептически так, Вот я не знал, что будет просто. Либо сейчас прилетит мне хейт, попрошай, как тебе не стыдно, еще чего-то там. Я очень сильно боялся этого. По итогу адекватно отреагировали. Мы будем говорить про большинство, не будем говорить про одного человека, так скажем, да? Можно сказать то, что транспортные расходы я полностью купил. Еду можно даже посчитать. Это очень мне стимулирует помогло. еще Да, и тебя. стимулирует. Я почувствовал обратную связь. Значит, то, что ты делаешь, нужно. Да, значит, то, что я делаю, это нужно, значит, это ценно, значит, есть доверие ко мне. Я очень обрадовался. И круто, когда люди, которые, для которых ты это делаешь, это поддерживают. Это, правда, очень мотивирует. Мне часто бывает, что я там хочу все завершить, опускаю руки, с кем-то там переписываюсь на эту тему, и все мне советуют: Настя, пожалуйста, как бы ты всегда помни, что ты делаешь это для себя, потому что тебе этого хочется. Я такая: да. Даже если делаешь это для себя, тебе же все равно, как любому, наверное, творческому человеку, важна оценка, важна отдача. Конечно. Классно, когда ты ее получаешь рублем, ну, как бы не такими большими деньгами, но даже там 100 рублей. Просто это уже приятно, что человек готов на это потратить. Конечно. Я бы вообще, знаешь, в идеале, я бы занимался чисто вот этим направлением, чувашским блогом Чуваш ТВ. Просто бы ежедневно бы ездил бы куда-то в деревне, исследовал бы, снимал бы сюжеты и так далее. Если бы я смог бы на этом как-то еще зарабатывать, ну, то есть на жизнь. У меня есть семья, у меня 2 детей, жена, есть какие-то обязательства. Все это покрывать я на данный момент не могу, чисто если буду заниматься именно чувашским блогом. Вот этот момент пока для меня такой... Да, нерешенный. Для нас, для всех, мне кажется, Да, он вопрос такой стоит сложный. у меня этот. Хотелось бы, но я пока не нашел решения этой проблемы. Каждый день же я не буду говорить Это не про будет работать, про донат. конечно. Да, конечно, просто начнут игнорировать и все. Как-то надо монетизировать, что, в идеале же надо заниматься тем, что тебе прям нравится, от чего ты прям кайфуешь, и заработать на этом тоже, чтобы можно было. Я от видеосъемки, конечно, кайфую, но тут есть какие-то определенные нюансы. Например, я-то люблю чисто чувашские свадьбы в основном снимать, но у меня-то не всегда чисто чувашские будут свадьбы. У любой работы, конечно, есть Да. разные стороны. Но есть же еще и большая часть нематериальной отдачи. Вот ты наверняка познакомился с большим количеством каких-нибудь интересных людей. Чувствуешь вот эту вот именно какую-то пользу, да, нематериальную, которую твой блог и твоя известность тебе приносит? Польза нематериально, да, есть. Большая, наверное, потому что, по поводу узнаваемости узнают. Любой чувашский праздник, куда бы ты ни пришел, на любой Агадой, обязательно кто-то подойдет, кто-то сфоткается с тобой, поговорят. Например, на прошлой свадьбе мама у невесты подошла, говорит: а мы все подписаны на вас, и вот следим. Подскажи, пожалуйста, это, подскажи то. И в течение свадебного дня я подсказывал, что и как лучше сделать именно по чувашским традициям. Потому что, 10 лет в этой сфере и что-то уже знаю. По поводу знакомства. Я знаю уже лично всю чувашскую эстраду, например. Лично знаком с главой Чувашии, с нынешним, и с Игнатьевым был знаком. Лично здоровался, пожал руку, если так. Мы шутили еще, Кухаль, Алла, жумаз расширение, Дизимана, Миколанче говорили, сейчас, наверное, руку мыть не будешь месяц. Ты же там с главой поздоровался. Такие шутки поступали тоже. Гаишник остановил меня, говорит: что, какую свадьбу сегодня снимаешь? Я говорю: вот, чувашскую, конечно, говорю, вот хотели тут сфоткаться. Такой диалог был вот на прошлой свадьбе. Кстати, я, по-моему, у тебя видела, там даже дни рождения ты отмечал в каком-то чувашском стиле, какие-то там вечеринки были. Эта супруга мне устроила сюрприз. На день рождения она говорит: просто поужинаем где-нибудь в кафешке. И я пока поеду, ты приезжай там к этому времени. Говорит: ну ладно. Я приехал по адресу, захожу, а там
очень много народу, и все такие крутые, популярные люди, половина чувашской эстрады, наверное. И я просто в шоке. Оказывается, Катя написала всем, у кого я брал интервью у чувашских звезд, на кого я был подписан. Она сделала рассылку, всем сказала, что дресс-код чувашский, быть в чувашском в чем-нибудь, хотя бы небольшой орнамент или что-нибудь, на вышивка Там была. дресс-код был роскошный у всех, мне кажется, я И, удивилась. и прикол в том, что они пришли. Я был абсолютно в шоке. Я не считал и не считаю себя каким-то крутым человеком, популярным в Чувашии. Я не считаю себя таким. А чувашскую эстраду считаю. Они реально пришли не за деньги. Их не заказали на день рождения. Пришли тебя поздравить. А они пришли меня поздравить с подарками, ну, как обычные друзья. Я был в шоке. Ну, слушай, мне со стороны казалось, что ты такой прям тоже крутой чувак, со всеми знаком, они тебя тусуют на дне рождения, вы там таши делаете. А на самом деле, что у меня творилось, я тебе сейчас Да. вот и рассказываю. Ну, супруга молодец, очень классный. Супруга Прям молодец, сюрприз. это, конечно, Я, удивило. кстати, еще видела, что она тебе подарила граффити со твоим Чаваш ТВ проектом, да, с логотипом. Это был прошлый день рождения. Просто едем и проезжаем каскад. Нижняя парковка каскада. И смотрю, там Чуваш, что написано на всю стену. Ё-моё, думаю, тоже удивило, конечно. Она, в общем, мне что сказала? Я, говорит, каждый год буду тебя удивлять, каждый день рождения. И не хуже, чем в прошлый раз. И она сейчас говорит, а что дальше-то? Слишком высокую планку задала сама Она себе. слишком высокую планку сделала, реально. Гармошку она мне подарила. И в это время заходит Адиков. Ого, серьезно? Да, ты, наверное, не видел, значит, Нет, это я не видео. видела. Первый человек, кто взял гармошку и сыграл, это Адюков, мой любимый исполнитель. И я попросил у него пехиль. Пехиль — это благословение. Круто. Наверное, следующий вопрос логично вытекает сам из себя. А как ты думаешь, вот насколько важна поддержка семьи в том деле, в котором ты занимаешься? Мне кажется, семья тебя подпитывает, и даже мы уже говорили, что жена Кости блогер, да, возможно, подсказывает, советует. Кто из вас вообще первый начал делать блог, ты или Катя? Катя. Поддержка, конечно, важна, но может быть так, что изначально тебя никто не поддерживает. У меня так и было. Я открыл блог, как-то все безразлично к этому отнеслись, а когда я тратил какое-то время определенное, да, вместо того, чтобы уделить семье время, например, я уделял съемке какому-то чувашскому контенту, и особо это в первый год сильно выделялось, когда я начал ездить еще в какие-то деревни на съемку чего-то, какой-то традиции, и это все было бесплатно. Ну, то есть я не зарабатывал, я ездил, тратил бензин, там, тратил свой день, и, конечно, были какие-то конфликтные моменты с супругой, но это понятное дело, почему она говорила, что это тебе дает? Что тут можно сказать-то? Не надо, если у вас есть идея, если вы верите в свое дело, то неважно, поддерживать тебя или нет, надо делать свое дело. Надо делать то, что тебе нравится. А время покажет. Так вот, со временем супруга увидела мой рост. Все мы уладили этот момент, она поняла то, что это мне нравится, и то, что как бы я делаю на этом результат. Сейчас она полностью меня поддерживает в этом вопросе. Она, если мне куда-то надо, например, на съемку, у нас уже нет каких-то конфликтных моментов по поводу этого. Она знает, что я могу куда-то поехать, могу весь день свой потратить и ничего, ни копейки не заработать на этом. Она это прекрасно знает, прекрасно понимает и принимает. И даже сама где-то снимается, я видела, там ты брал Да, интервью на и чувашском. даже больше, да, скажу, что она, если я стою уже не за камерой, а присутствую как бы на видео, значит, возможно, Катя там стоит и снимает вот это. А дома вы общаетесь на русском, на чувашском? У нас дома и чувашский, и русский. Этот момент тоже Спорный по поводу этого спорный, сколько раз это обсуждалось. Когда мы только познакомились в 13-м, мы на чувашском общались, все было хорошо, ладно. А когда у нас родился первый ребенок, встал вопрос, на каком языке как бы обучать. Я говорю, на чувашском, конечно же. И мои родители были против того, чтобы мы обучали чувашскому изначально, прям с рождения говорили, а вы же будете в городе. Изырвитха. Хулара бурнадыр млевара зерняджа садига гайзасын. Да, это аджизамана Аллан Машади. Если ваш ребенок в городе пойдет в садик, не будут же понимать другие дети его вообще. Вы все равно будете жить в городе, вашему ребенку русский будет нужнее, а то никто его не будет понимать. Так, хорошо, такой конфликтный момент произошел у нас. Как бы жена меня поддерживала, она общалась на чувашском, прям с рождения, и я на чувашском. Потом меня забрали в армию.
год в армии. Бабушка с дедушкой подключились, наверное. Да, я вернулся, но как бы там полностью на русском уже. Ребенок чувашского не понимал. 1,5 года ему тогда было. Перемотаем в 2020 год, когда я уже вернулся к тематике. Ну, как вернулся? Внутри у меня всегда вот эта чувашская тематика, как мы сегодня с тобой же общались. Что-то внутри было и вырвалось, говоришь, да? Так вот, у меня то же самое. Я жил, и все внутри было. Любовь к Чувашии, любовь к чувашскому языку, культуре. Как раз-таки вот это то, что было внутри, я выливаю и продолжаю выливать, и буду выливать в свой блог Чуваш ТВ. И уже когда изучаешь углубленно в универе, когда знакомишься с такими там людьми интересными, которые всю свою жизнь посвятили именно этой тематике, я уже начал задумываться, что я делаю, какой я пример сейчас даю, и как насчет своих детей, как бы насчет обучения, да, и начал потихоньку обучать своих детей чувашскому языку. И у тебя был вопрос, а как в семье с языком, да, ведь на чувашском или на русском? Так вот, на данный момент, на сегодняшний день, у нас в семье и чувашский, и русский. Катя, так как ведет русский блог, она больше как бы на русском. С детьми она только на русском, а со мной на чувашско-русском. Я, конечно, как истинный патриот, стараюсь, чувашла калаши диамамба, чувашла. Она говорит, ну мне надо на русском, а то если буду с тобой постоянно на чувашском, я весь день с тобой провожу, если постоянно буду на чувашском, как я буду? Она на всю Россию как бы ведет, и... Там сколько, 200 тысяч подписчиков, по-моему. Да, и ей важно, чтобы красивая была речь, русская речь. Ну и, в принципе, мы сейчас это как бы уладили, поняли друг друга, да, мне чувашский язык, ей русский нужен больше, и поэтому как бы... Ну, такой идеальный мир, что есть оба языка, и они оба живы, и дети понимают их. Насчет вот понимания, старший уже хорошо понимает, ну, какие результаты, да, за последние 3 года. Раньше, если вообще не понимали, а сейчас уже со старшим можно говорить на чувашском, только он, конечно, отвечает пока на русском, но зато уже понимает, это уже как бы большой плюс. Банальные какие-то вещи он может ответить на чувашском. Кто ты, откуда ты, в какой школе ты учишься, как тебя зовут. Но надо работать дальше. Я, конечно же, буду работать над этим. Моя цель, чтобы мои дети знали чувашский не хуже, чем я. Это цель, конечно, на всю жизнь, ну, так скажем. Долгоиграющая, да. И тут важен момент, то, что ни в коем случае не надо заставлять детей, потому что у них пропадет желание, пропадет интерес, и наоборот, какое-то чувство негативное вызовет, да, и наоборот... из-под палки, то, что тебе типа, захочется избавиться. И наоборот, в итоге окажется то, что нафиг мне ваш чувашский, типа, могут сказать, отстаньте от этого. И поэтому я очень аккуратно стараюсь к этому вопросу относиться, поэтому... Все медленно, все потихонечку, но зато есть небольшой результат со временем. Комулба, да. Кстати, я вот в Кинигизем столько классных увидела раскрасок, каких-то детских книжек, даже себе сама купила их. Родителям на заметку. Вот мне прям раскраска, где, знаешь, чувашские узоры и костюм. Мне так понравилось, боже. Это у меня все есть. Ты в этом году ездил же в школы, где ты выступал перед детьми. Можешь рассказать про это? Да, на самом деле у нас же ежегодно месяц чувашского языка проходит. Это апрель месяц. День чувашского языка там есть. И вот в этом месяце я решил поездить по школам. Мне хочется делиться тем, что я знаю. Мне хочется, чтобы больше как бы людей увлеклись чувашским языком, а желательно молодежи, конечно. А где молодежь, где дети? Конечно, в школе. Один раз я съездил, один раз показал, и дальше пошло. То есть у меня не было в планах посетить там столько-то школ, точно не могу сказать. Может быть, даже в одну школу как бы пригласили реально, а я это просто показал, а потом уже все пошло. Возможно, было так. Бывало то, что встречают как какого-то уважаемого, почетного человека, не знаю, как главу Чувашии встречали, наверное, с хлебом, с солью, все в национальной одежде. Ну, а дети, как они тебя узнавали, или ты им просто рассказывал про свой проект, о чем ты с ними говорил? Я доносил значимость чувашского языка, культуры, но доносил не напрямую, а завлекал их через блогерство. А вы каких блогеров смотрите? Кто хочет стать блогером? И там все поднимают руки, там полкласса поднимают руки. То есть эта тема им интересна. Я там
какие-то небольшие мастер-классы показывал, как снимать красивое видео на телефон, а как вести блог. Я-то стал довольно-таки, в кавычках, успешным, наверное, можно Без сказать, кавычек, давай так. в сфере блогинга именно чувашского, потому что есть у меня уникальность. Уникальность в том, что я веду блог именно на чувашском. Я рассказывал то, что очень много блогеров русскоязычных, а именно чувашскоязычный блогинг, да, блогосфера практически пустая. И у вас есть прекрасная возможность зайти в эту блогосферу, именно чувашскую среду, чувашский интернет, и именно вдохновлял по этому направлению. Быть успешным в своем языке. Здорово. Меня сейчас немножко взбесило, что у тебя тоже есть, наверное, этот эффект самозванца, такой, ну, в кавычках, Ну, успешно. да, есть. Вообще у чувашского народа это есть. И это тоже история. И это неспроста. Например, мы такие стеснительные. У нас еще принято Не показывать себя. не показывать и не показывать. Если даже у тебя радость, ты особо и не показываешь, не надо хвалиться. Сглазят. Да, и даже если у чувашей спрашивают, ну, типа, как дела там? Ну, майбень, потихоньку, мы помаленечку живем, да, потихонечку. А не так, о, все шикарно, все круто, мы это, то, все. Такого от чуваши можешь даже не услышать. Вот. А почему? Ну, потому что было же время, когда монголо-татары напали, да? А у нас было такое богатое государство. Все женщины наши в серебре были, да? И настал такой момент, когда истребляли наш народ. И чуваши даже закрылись, не говорили, что они представители этого народа, да, например, ушли в леса, прятались, им нельзя было говорить, кто они, а то бы просто убили. Вот это, мне кажется, повлияло вообще на менталитет нашего Есть народа. такое, да. Уже прошло столько веков, и вот это все еще мы не можем как бы исцелить вот эту боль. Через что прошел наш народ? Через Очень много боли. очень много боли. И это уже в генетике, можно сказать, даже, наверное, да, заложено у нас внутри. Но потихоньку, вроде бы, с каждым поколением вот это все уменьшается, как бы молодежь все больше открывается, чем старшее поколение. Например, если даже брать бабушек, как они себя ведут, как мамы, родители, папы наши ведут, да, как мы себя ведем, вроде уже что-то делаем, вон подкаст делаешь, Настя, я блог. Наши родители бы такое не сделали бы. А далее наши дети, возможно, еще будут круче. Вот, Я вот вот так просто в это воскресенье читала книжку, какие-то легенды я нашла очень интересные. К сожалению, не вспомнила название книги, но, в общем, там легенды чувашские были про там всякие названия, откуда у нас чуваши, какие названия деревень пошли, тра-та-та. И там автор приводил такую для меня очень грустную легенду о том, почему вообще чуваши поют. Таро-монголы там разгромили Волжскую Булгарию и такие. Что там делают, ну, как бы, ну, не чуваши, конечно, но там наши предки, условно, они там как-то себя, наверное, по-другому называли. Там они плачут. Завоеватели такие, мы недостаточно сделали усилий, чтобы сделать им плохо, надо сделать еще больше, потому что у них есть сила на то, чтобы плакать. Потом они что-то там опять плохое сделали, и опять спрашивают, что там делают чуваши. И отвечают, да, чуваши поют. Эти ханы такие, ну, все нормально, значит, мы справились со своей задачей. И когда читала эту легенду, у меня просто реально были слезы из глаз, потому что, как бы, вот говорят, чуваши край 100 тысяч песен, у нас потрясающие песни, и мы так этим гордимся. Я такая думаю, блин, а если эта легенда вдруг окажется верной, то, получается, наши песни, они от слез произошли. На самом деле, еще песни — это возможность передать информацию. В то время же не было письменности, и вся информация передавалась в устной форме. Большой объем легче запоминать в формате песни. И поэтому очень много таких песен, где рассказывается, например, история или там какой-то обряд может рассказываться. Вроде бы сейчас, скажем, истории такой написанной в то время, ну, нет, да ведь? Но через песни до сегодняшнего дня вот это сохранилось все это в устной форме. Кстати, да, вот про закрытость ты классно отметил, а вот, ну, у вас все-таки такая блогерская семья, достаточно открытая. Не сталкивались как раз-таки с каким-то, знаешь, от старшего поколения замечаниями? Зачем вы все показываете? Зачем детей показываете? Конечно, сталкивался. Про открытость, ну, так скажем, если про себя говорить, я на самом деле не такой прям открытый, наверное, общительный, как это может смотреться через блог. Мне с трудом подается общение, открытость и так далее. На самом деле, ну, как обычный чуваш, наверное, я такой не совсем активный собеседник, возможно, не совсем открытый. И то, что я делаю,
в блоге там, то, что разговариваю, все это как бы Ты преодолеваешь себя, получается? преодолеваю постоянная как бы работа над собой, как сказать-то, даже сложно сказать. Заставляешь, может быть? Может, даже немножко заставляю. Но если говорить про то, что я снимаю самого себя. Ну, других-то я спокойно снимаю. Этот момент есть. А про то, что взрослые, то, что там пишут, зачем показывать и так далее. Ой, столько было хейта, конечно, за эти 3 года. Сгладит. Счастье любит тишину. По сути, если прислушаться ко всем вот этим сообщениям, что писали, блогеры вообще не должны существовать и вообще ничего не должны показывать. Детей нельзя показывать, жену нельзя показывать. То, что счастливо, нельзя. Сначала задевало, потом я привык к этому. Сейчас, если кто-то что-то плохое напишет, я могу просто проигнорировать. А если прям очень грубо, то просто заблокировать, чтобы дальше человек не писал. Расскажешь о каком-нибудь идеальном дне Константина Доброхотова в Чувашии? Из чего он состоит? Какой день должен быть в идеале? Да, ну твой день, который бы тебе принес больше всего комол, счастья. Там. Это не в Чебоксарах точно. Мгм. В городе делать нечего. Если в городе значит очень мало сторис. Как только уеду в деревню, там начинается я-то в огород вышел и так далее. Поэтому идеальный день Константина Доброхотова – это в деревне, в баньку сходить, в огород выйти. И еще в идеале куда-нибудь на праздник чувашский попасть. Какой-то обряд, традиции, что-нибудь поснимать еще ближе к чувашскому народу, ближе к традициям, там, где чувашская движуха происходит. И чтобы это была не какая-то постановка, а реально. Жизнь. Жизнь, да. Давай еще такой финальный, глубокий вопрос. Как ты думаешь, что нам нужно делать для популяризации чувашского языка? Что нам делать именно блогерам или... Нет, вообще людям. Вообще всем? Да. Угу. Можно и блогерам, как тебе. Ага, что нам надо делать? Прежде всего прийти к тому, что все-таки надо уважать, ценить свою культуру, свой родной язык, язык своих родителей, своих бабушек и дедушек. Если человек не придет к этому, то все равно это будет не то. Сначала человек должен понять, а дальше уже что делать? Что делать? Общаться на родном чувашском. Все само по себе, в принципе, придет. Если ты ценишь свой народ, понимаешь, кто ты, кем ты являешься, откуда ты, да? Я просто забыл еще сказать один момент. Я исследовал свою родословную. Дошел до 13 поколений. Все чуваши. Я могу сказать про себя, что я коренной чуваш. Чан-чуваш. И, конечно, это сильнейший толчок, это энергия. Я понимаю, что я коренной представитель этого народа. Это такая сила от этого. Просто от того, что я знаю, кто я есть, это реально. Да. Только по одной линии по бабушке вообще смотрела родословную. Я смотрела названия деревень по карте, и они все были вот в Чебоксарском современном районе и в Цивильском. Я такая просто в шоке была, потому что думаю, блин, вот это вся земля, и на ней мои предки жили там 300 лет. Вот только именно, вот в этом вот кусочке именно. земли. Я могу его там за сутки проехать, и они везде тут ходили. У меня жили вот эти все поколения в одной деревне еще. И только я, получается, переехал сейчас. Что тут можно сказать? Что делать? Как вариант, исследовать для начала свою родословную и понять, кто вы есть. И от этого уже пойдет толчок, если вы поймете, ага, офигеть, я чуваш, и мои бабушки и дедушки тоже, прабабушки, прадедушки тоже чуваши. Да я же, да ё-моё, это такое богатство. Народ с такой богатой культурой, это же уникальность. Это в современном мире, каждый человек хочет чем-то выделиться, например, да. А нам даже не надо искать, мы уже уникальны. А нам не надо искать. Зачем нам ждать еще какого-то современного тренда где-то в Европе, хоть по поводу свадьбы, например. Ага, они сделали выездную, значит, мы тоже сейчас начнем выездную, типа, регистрацию. Да. Например, говорю, да? Зачем, когда у нас такие уникальные свадьбы, если делать традиционную свадьбу, лучше голливудского фильма получится такой там сценарий. Столько всего происходит, и так насыщенно, так колоритно. Так, красота, просто красота. Я теперь хочу чувашскую свадьбу. Все еще впереди. Я бронирую заранее дату. Вот, начинаем с родословной и двигаемся дальше, просто стараемся находить таких же людей, как и вы, например. В идеале еще было бы здорово, если бы администрация, власть
тоже сплоченно вместе шла по этой Курсу. дороге, по курсу продвижения, популяризации нашего языка, нашей культуры. В идеале, чтобы народ и власть, они как-то вместе что-то делали. Ездил на Агату, это самый масштабный в Москве, который был в этом году. Да. Как тебе? Столица России, все чувашские Агадуй, столько тысяч людей в парке Сокольники. Это вообще здорово, это масштаб такой. Там, наверное, несколько тысяч людей в национальных костюмах Мгм. ходили, столько там фольклорных ансамблей было. И обряд показали возле огромного дуба. Это было вообще что-то с чем-то, конечно, это было здорово. Я вот ходила в апреле, были гастроли Чувашского драмтеатра в Москве, в театре, по-моему, Пушкина. Они показывали спектакли про Константина Иванова, и еще какой-то был на чувашском языке. И вот я пришла, сижу в театре, в самом центре Москвы, и вот актер играет на чувашском языке. И я сижу, и у меня просто такая гордость. Я думаю, блин, офигенно, как здорово. Со мной еще моя подруга, которая взяла, конечно, себе переводчик, там были для тех, кто не понимает язык. Вот и ей тоже дико нравилось, и это было так классно. Хочется, чтобы больше было таких активностей. Да, здорово. И по поводу народа и власти хотел бы еще сказать, что бы хотелось от власти получить, это национальные садики, национальные школы, вот их не хватает хотя бы в единичном экземпляре бы, например, да, хоть в столице Чувашии, это в Чебоксарах, один садик именно с национальным уклоном, где Желающие могут... воспитатели обучают детей чувашскому языку. Пускай это будет дороже стоить. Мы должны сделать среду чувашскую в городе, чтобы подавать пример. А смотрите, у нас в городе тоже можно на чувашском. Вот, пожалуйста, садик. Вот ваш ребенок может спокойно и в садике общаться, может потом и в школу пойти, где будут учителя на чувашском объяснять все. И вот это, когда нет среды, конечно же, родители скажут, ну хорошо, мы обучили ребенка чувашскому, а дальше что? Вот это было бы здорово. Это в идеале. Ну, будем мечтать, щаплабулдар. Щаплабулдар, делать. щаплабулдар, щаплабулдар. Но на самом деле, вот я тоже веду там подкаст на русском, я знаю чувашский. Ну, на таком бытовом уровне попросить еды в деревне. Я не могу делать контент на чувашском. Но, с другой стороны, думаю о том, что хотя бы я пока могу делать это на русском языке, и пока я могу это делать на русском, я буду делать то, что могу. То, что ты понимаешь чувашский, это уже здорово. Мы с тобой до начала этого подкаста пообщались, посидели на скамейке. В принципе, могу сказать, уже у тебя неплохой чувашский. Ты можешь поддержать, так скажем, хоть и немножечко с трудом, немножечко с ошибками, но все равно у тебя уже что-то получается. Блин. Если ты не забросишь как бы это дело, через год даже, возможно, ты уже заговоришь еще на более хорошем уровне. Есть лайфхак. Я купила на прошлой неделе себе книжку чувашскую. Там рассказов, но я их читаю, и, в принципе, я их понимаю. Это так интересно, потому что раньше я там читала в основном книжки на английском, чтобы в английскую среду, да, там погрузиться. А теперь я купила книжку на чувашском, и я даже не думала, что я могу понимать чувашские тексты. И это такое крутое чувство, Круто когда же, ты такая думаешь, вообще здорово. я и по-русски, и по-английски, и на чувашском могу. Ничего себе, какая я молодец. Ай, тур-тур. Лайк. Видишь, здорово. У тебя получается, Лайк-херачи. самое главное, не останавливаться, и Да. ты вообще дойдешь до того момента, когда, как я, будешь уже свободным. Антакалачева шла калачат про подкаст Тавафор. Вот. И прикиньте, настанет момент, ребята, друзья, когда Настя выпустит реально чисто чувашский подкаст, У меня есть например. мечта, я хочу чувашский рэп зачитать. И чувашский рэп зачитать Чтобы заодно. застелить, так, знаешь, хорошо. Но чтобы он был классный, качественного уровня. Или чувашский стендап, тоже так прикольно. Мгм. Короче, мне кажется, не хватает таких форматов. Я вот нашла какой-то стендап, ну, там на русском шутили на чувашскую тему, и там был самый прикольный панч. Это, знаешь, меня зачали во время чуваш-таши. Вот. Костя, спасибо большое за эфир. Классно, что ты пришел. Спасибо тебе. Сана пиде бызыктау, маначенне жень. Чунахта кирле эштеван, Настя. Анджарун. Ни в коем случае не останавливайся. Это очень нужное направление. Это тоже уникальность. Обсуждение чувашской тематики. У нас таких подкастов еще не слышал, поэтому развивайся дальше. Я желаю тебе только удачи. Вместе, Парле, мы в одном направлении. Давай будем работать. Антакала.